По итогам государственный обвинитель просил изменить в части наказания приговор, просил убрать ссылку суда первой инстанции касательно освобождения от уголовной ответственности по статье 78 в связи с амнистией, а также просил усилить наказание в виде совокупности, в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, меру пресечения оставить без изменения, то есть под стражей. Защита возражала на данное представление, и, соответственно, защита поддержала свои доводы, свои апелляционные жалобы и дополнения к ней. Защита еще раз напомнила уже суду апелляционной инстанции о том, что приговором суда первой инстанции вина в инкриминированных преступлениях Джемилева не доказана. В связи с этим отсутствуют какие-либо доказательства вины, состава преступления, ну и события тех преступлений, которые инкриминируют Мустафе Джемилеву. Соответственно, защита просила суд отменить приговор Армянского городского суда, вынести новый судебный акт, которым признать невиновным и оправдать Мустафу Джемилева. После выхода из совещательной комнаты суд апелляционной инстанции вынес судебный акт, которым изменил приговор в части того, что Мустафа Джемилев, к Мустафе Джемилеву не может быть применены положения амнистии. Суд указал на то, что необходимо оставить штраф без изменения, это 20 тысяч рублей, соответственно, исключить по статье 222 ссылку на статью 78 Уголовного кодекса касательно освобождения по амнистии и исключить указание на доп. Наказание в сумме 15 тысяч рублей. То есть оставить 1 год лишения свободы по статье 222. По статье 322 части 3 суд апелляционной инстанции указал на усиление наказания с 2 лет до 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Соответственно, в остальной части приговор оставить без изменения. Nasıl demek hayat korsette bu mahkemelerde hiçbir zaman adalet yok edi, yok ve kabatsız insanlarını kabatlemeye onlar öğrendiler. Bu mahkemede de aynı netice var deyip başkaca olmaz deyip ben eminim.